Всем привет! В эфире «Студия 11». Мы радуемся тому, что каждый день можем рассказать и показать вам что-то интересное и полезное. В ближайшие 20 минут это и сделаем. Ну что, поехали? Своими словами об известных полотнах на родном языке. К службе готов. Новобранцы из Визинги уходят в армию почти готовыми солдатами. Просто вкусно по-деревенски. Рецепт от жительницы Удорского села. Вот говорят, что понедельник день тяжелый, но все может изменить одна встреча, один взгляд и даже одна фотография. Не верите? Ну, давайте взглянем на это фото. Разве после такого не хочется улыбнуться? Пусть этот пушистый товарищ и станет символом сегодняшнего дня. И еще немного красивых фотографий от жительницы Печоры Натальи Мироновой. В ее кадр попали заснеженные берега заснеженной реки. Умение красиво рассказать на своем родном языке о каком-то обычае, традиции и при этом показать это. Такое всегда интересно смотреть и слушать. А вот попробуйте описать произведение искусства своим языком, созданное другой культурой. Мы продолжаем цикл сюжетов проекта «Язык искусства». Коми Республикасының Милли галереясы коллекциясында Архип Иванұлы Куинджиның «Ойлы түн» сүрәте Христос Гефсиман бақшасында дип аталган эшенә эскиз урнашкан. Галерея коллекциясы эшендә кеше фигурасында тупланган тылсымлы яктылык Христос Назарянин бар. Христос Гефсиман бакчасына гыйбадат кылу һәм газаплы үлем алдыннан рухын ныгыту өчен яшерен кичәдән соң килде. Ай яктысы композицияга изгелек һәм явызлыкны билгеләп, символик мәгънә бирә. Ай балкышы белән яктыртылган Гайсаның кыяфәте күзгә төртсәң күренмәслек караңгылык белән кинәт контрастлаша. Агачлар артына Иисусны тотып алырга әзер торучы стражниклар яшеренгән. Сегодня в России отмечают День призывника, и первые новобранцы уже уходят на службу. Некоторые из них не понаслышке знают, что такое армия, благодаря опытным наставникам. Уже более 10 лет в селе Визинга, столице Сысольского района, готовит к армии своих воспитанников Андрей Кичигин. Бывший десантник помогает ребятам постичь армейскую науку не словом, а делом. Андрей Владимирович, расскажите, как давно работает парк «Патриот» и как появилась идея его создания? Значит, в 2009 году был фонд ветеранов воздушно-десантных войск. Потом, мы создали Центр оборонно-спортивной подготовки и патриотическое воспитание «Звезда». А потом уже дальше, уже с 2018 года создали парк военно-полевого туризма «Патриот» Республики Коми. У армии сегодня многому можно поучиться в плане ответственности, дисциплины, нацеленности на результат. Ну и сегодня, если вы заметили, армия, это, я сегодня скажу, это, пожалуй, единственный институт, который сегодня уважаем в обществе, после президента. А может, вы кого-то конкретно можете выделить из ребят, вот прям по имени? Я всегда выделял Саша Шрайнер, он был первый помощник в этих начинаниях, и воркаут они организовывали здесь. Это хорошее дело, кстати, работа на турниках собственным весом. Потом он ушел по контракту, то есть сразу на срочной службе, буквально месяц-два отслужил и заключил контракт. До сих пор служит в Псковской дивизии ВДВ. Ветеран боевых действий, побывал и в Сирии, и в других горячих точках. Второй у меня парень, который я тоже выделяю, у меня это Леша Шмидт, и до сих пор проходит службу, еще и проходил службу в разведроте, ветеран боевых действий, побывал в Сирии. Насколько это важно, чтобы новобранец уходил на службу подготовленным? С рождения любой человек должен себя готовить
к будущей своей жизни. Он должен приобретать определенные качества и навыки для будущей жизни. Если мы касаемся армии, для службы в армии и на флоте. Если он подготовлен, то сегодняшняя армия, это ему покажется легкой прогулкой. Если он не подготовленный, то он получит эти качества, но получит через преодоление трудностей, которые могут ему показаться каторгой. А было такое, что командиры частей, где служат наши ребята, и которых вы в том числе воспитывали, отзывались как-то положительно об этих ребятах? Ну, во-первых, я где-то в начале своей деятельности, 10-й год, 12-й, 13-й год, благодаря поддержкам властей различных уровней, мы возили ребят, даже еще, которых предстоит служба, в Скотскую дивизию ВДВ. Они показывали там упражнения на брусьях, на воркаутах. Потом эти ребята попадали туда, где мы были. Соответственно, они уже показывали, например, подтягивались под 40 раз. И я, как правило, когда приезжаю в часть, я спрашиваю, как там мои земляки служат. И приятно слышать, когда говорят, таких бы ребят побольше. Какими ваши парни возвращаются из армии в нашу республику? Первое, что у них должно быть заложено, то есть служим, что чувство благодарности к армии, что я побывал в армии, и я от армии получил то-то, то-то, то-то. Прежде всего здоровье, прежде всего определенные качества и навыки, которые мне пригодятся в дальнейшей жизни. Если у меня были до армии теоретические подготовка, то я в армии получил практические навыки, освоил новые специальности, которые мне пригодятся в дальнейшей жизни. Сегодня рынок труда – это жесткая конкуренция. И поэтому сегодня армия из, можно считать, детского сада, который сегодня мы выходим после учебных заведений, из нас и делает каких-то уже матерых специалистов. Андрей Владимирович, что бы вы пожелали в этом году всем новобранцам республики? Чтобы я в этом году спал спокойно, зная, что вы стоите на защите рубежей нашей Родины, добросовестно выполняете свой воинский долг, враг не пройдет, и всегда я знаю, что победа будет за нами. Сегодня мы по-прежнему еще находимся в опасности, потому что вирус не дремлет. В борьбе с ним есть одно верное средство. Об этом неустанно говорят наши медики. И сегодня получим ответ еще на один вопрос о вакцинации. Что стало с теми людьми, которые одними из первых вкололи себе вакцину? Такие бодрые они были, когда их показывали по телевизору. Сейчас что с ними? Они также живут и работают, и здравствуют. И, насколько я знаю, многие у меня и коллеги, и знакомые, и родственники, в общем-то, все нормально перенесли эту процедуру и продолжают жить. Ну а сейчас перенесемся в деревню Кривое. Она находится в Удырском районе республики и знаменита часовней Параскевы Пятницы, которая, к слову, считается древнейшим памятником деревянной архитектуры на территории Республики Коми. Но сегодня мы познакомимся с рецептом вкусного хвороста от жительницы деревни Валентины Федоровны Худяковой. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Друзья, это «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. К столетию Коми наша землячка создала коллекцию необычных игрушек. Добрая реклама. Почему нужно рассказывать о семейных ценностях?
В этом году мы отмечаем много юбилеев как российского, так и республиканского масштаба. Шутка ли, самой республике целых 100 лет. И мы с удовольствием от души еще раз поздравляем всех вас, дорогие наши земляки, с этим событием. Также свой пока еще не такой большой, но все-таки юбилей отмечает и наш телеканал. И очень приятно получать поздравления от вас и от всех тех, кто был и остается в фокусе наших телекамер, наши ньюсмейкеры, да что там, просто наши хорошие друзья. Так приятно слышать от них теплые слова. Юрган для меня – это коллектив профессионалов. Тех людей, которые любят свое дело, единомышленников, фанатов своего дела. Это всегда интересные, яркие встречи. Очень хочется поздравить всех с юбилеем, пожелать вам процветания, неожиданных идей, творческих планов и очень интересных встреч. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. С праздником вас! Продолжим тему юбилея. К столетию республики было сделано немало красивых подарков руками простых людей, ее жителей. Но есть и те наши земляки, которые нынче живут далеко. Евгения Абибулаева, к слову, наша бывшая коллега, она работала на Коми народном радио, сделала целую серию вязаных игрушек к юбилею родного края. Сейчас она живет в Кабардино-Балкарии и с нами на связи прямо оттуда. Евгения, приветствую! Здравствуйте. Скучаешь ли ты по республике? Но сильно скучать мне некогда, потому что у меня маленький ребенок, интересная работа с детьми. Бывает, что я грущу по Сыктывкару, своей малой родине, деревне Соли в Хуторском районе. А приезжаешь сюда? Приезжаешь сюда? Летом были. Стараемся каждое лето приезжать. Круто. Расскажи про свой подарок, про свою коллекцию. Это вязаные игрушки, плюшевые, которые умеют говорить по коми. Вот могу показать. Чолок, давай тадым паша, мне ошпи. Круто. А ты в Кабардино-Балкарии продаешь или как-то кому-то, может быть, даришь вот эти игрушки? Это же коми-язык, все, наверное, не понимают, что за язык такой, да? В основном те, кто просит меня их связать, это люди, живущие в республике Коми или коми, живущие за пределами республики Коми. Женя, как вот родилась такая идея? Изначально идея родилась у меня, как у мамы маленького ребенка. Когда стали дочке дарить игрушки, говорящие по-русски, по-английски, я подумала, что было бы хорошо, если бы была такая игрушка, которая говорила бы по коми. Но я идею и создание откладывала, потому что все было некогда. И толчком к созданию таких игрушек послужил звонок Яны Сажиной. Когда я была в Коми, жила, она была председателем Союза Коми молодежи МИ, она попросила меня попробовать поработать над такими игрушками. Совместно нашли модули, на которые можно записать без проблем аудиофайлы, и так началась работа. Жень, а вот что чаще всего вспоминаешь, когда думаешь о республике? Чаще всего, наверное, людей, которых я очень люблю, и по которым скучаю. Друзей, родственников, коллег. Ну и напоследок, что пожелаешь всем землякам, нашим телезрителям? Сейчас тебя смотрит вся республика. Конечно же, в такое время я хочу пожелать всем здоровья и веры в то, что все будет хорошо. Женя, огромное спасибо, что вышла с нами на связь. Пока! Пока! Реклама. В последнее время ее бывает слишком много, но среди всего ее изобилия есть и нужная, к примеру, социальной направленности. В республике реализуется проект «Центр социальной и семейной рекламы», и в эти дни проводится конкурс «Добрая реклама». Подробнее об этом всем нам расскажет наш гость Захар Волокитин, руководитель клуба «Рассвет», одного из организаторов этого проекта. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Давайте поговорим о проекте, на что он направлен, как вообще родилась идея. Идея, она появилась из понимания того, что действительно в Республике Коми есть определенный недостаток социальной рекламы. Об этом говорят и общественность, и органы госвласти, потому что проблематика достаточно широкая. Но семейную пропаганду мы выбрали по той простой причине, что семья – это фактически фундамент всего того, что происходит у нас в обществе и так далее. Мы становимся сейчас свидетелями того, что, скажем так, есть определенные негативные проявления. И если говорить о статистике, то Республика Коми, допустим, входит в 5 регионов Российской Федерации с самыми хрупкими браками. На 100 браков у нас приходится 75 разводов.
Вот поэтому мы решили, что эту ситуацию надо исправлять и надо помочь государству. А кто может стать участником вот «Добрая реклама»? Конкурс это, я так понимаю. В рамках проекта мы проводим конкурс «Добрая реклама». Участником может стать любой желающий. То есть есть различные категории, начиная от детских рисунков, это для участников до 14 лет. Принимаются коллективные работы, принимаются работы от обычных людей. Всех тех, кто заинтересован в том, чтобы продвигать идеи ответственного родительства, семьи и воспитания. Захар, а вот какие еще можно работы отправить? Рисунки, да, что еще конкретно? Рисунки. Сейчас вот мы видим, что поступают видеоролики, коллажи, фотографии, скажем так, и просто идеи. То есть у нас есть, скажем, уже несколько заявок, когда люди просто пишут, что они хотели бы видеть в социальной рекламе. Такие генераторы идей, да? Да. Ну и, соответственно, мы также ждем тексты, в том числе приглашаем журналистов к участию. Это тексты, скажем, которые раскрывают как раз и проблематику, и то, что необходимо, скажем так, продвигать в сфере семейных ценностей. Куда отправлять? Куда отправлять работы? У нас для сбора заявок запущен сайт dobrореклама.ру. Можно отправить на электронную почту, либо в группе Клуба «Рассвет» ВКонтакте. А вот до какого, кстати, числа можно отправить, чтобы принять участие? Сейчас срок обозначен до 25 ноября. Кстати, вот у меня такой вопрос. А кто будет оценивать? А судьи кто, да? Мы в жюри включаем представителей общественности, представителей органов государственной власти, скажем, социальный блок, образования и так далее, но и профессиональных дизайнеров. То есть по направлениям будет все оцениваться, да? Да, ну, в комплексе, потому что в итоге мы хотим на основе этих работ подготовить как раз те материалы социальной рекламы, которые будут размещены. А что будет вот дальше с этим проектом? Он будет дальше жить, как-то реализовываться или на этом ограничиться? Ну, мы хотели бы, чтобы как раз, может быть, те, кто заинтересованы в этом, социальные ведомства, общественные организации, они тоже активно включались в процесс социальной рекламы, потому что мы предполагаем и некий образовательный модуль, ну, скажем так, в легком виде, для того, чтобы объяснить неравнодушным людям, как можно пользоваться этим каналом для продвижения своих идей. Захар, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Наша беседа подошла к концу. Ну и как же не пройти мимо наших забавных домашних питомцев? Обычно считается, что роль собаки – защищать своего хозяина от нападения. Но что, если в роли нападающего выступает пылесос? А что кошки? А кошки всегда воздействуют на нас более мягкими методами. Ну, по крайней мере, они могут найти нужный подход. К этой минуте у нас все. Отправляемся на поиски новых героев и интересных сюжетов всей командой студии 11. И пусть начало недели не покажется вам тяжелым, ведь как ни крути, понедельник всегда заканчивается вторником. Пока, республика!